Приветствую слушателей! Сегодня я расскажу вам о действии кыргызских манапов во время событий 1916 года. Именно манапы находились на стыке взаимодействия туркестанской администрации и местного населения. И именно поэтому понимание их роли в драматических событиях 1916 года наиболее заметно отражает смену идеологических установок на протяжении 100 лет, а в результате подлинные факты остаются не до конца выясненными. Почему я говорю в свете вновь открывшихся фактов? Под этим я имею в виду данные, представленные в докладе Владимира Шварца о теории провокации, впервые высказанной Бройда, Григорием Ивановичем Бройда, известной уже давно, но не принимавшейся большинством историков на протяжении длительного времени. Я постараюсь показать, что, рассматривая их роль именно с этих позиций, можно понять логику их действий, которая без этого представляется весьма противоречивой и неразумной. А разобраться в этом очень непросто. Об этом еще говорил ротмистр Владимир Федорович Железняков, заведующий Вернинским разыскным пунктом, один из наиболее осведомленных в этом вопросе людей. Именно потому сложно, что трудно выявить, где грань между подавлением беспорядком и подстрекательством к ним, то есть провокация. Но мы все же попытаемся разобраться. Как мы это сделаем? Начнем с того, что мы уточним объект исследования, рассмотрим положение манапов в обществе в 1916 году. Перейдем к методам исследования и укажем на использованные документальные источники, представим этапы действий манапов в исследуемый период и представим, конечно, наше заключение. Итак, кто такие манапы? Наверное, следует начать с определения, чтобы мы использовали единое понимание термина, обсуждая эти события. Вот такое определение дает знаменитый словарь Константина Юдахина. Манапы – это представители верхушки киргизской феодально-родовой знати, которые управляли собственностью своего рода. Надо сказать, что манапы не были однородной группой людей и различались по значимости. В данном исследовании, в этой презентации мы остановимся преимущественно на роли чонг-манапов или крупных манапов, больших манапов. Итак, манапы – это главы кыргызских родов. Для определения положения манапов в обществе того времени нужно сказать несколько слов о иерархии в Туркестане. Высшие должности в управлении краем и областями занимали военные, назначенные сверху, Санкт-Петербургом или позже Петроградом. Начиная с уровня волостных и ниже, старшины аилов, должности занимала так называемая туземная администрация. Это были выборные должности, и система выборов была устроена так, что создавался конфликт интересов внутри рода. Это можно назвать политикой «разделяй и властвуй». Очень важно, что в тени исследователя остается группа людей, которая имела влияние в силу служебных обязанностей. Речь идет о переводчиках, писарях, полицеймейстеров и письмоводителях. Именно в этой среде были отдельные люди, занимавшиеся доносами, распространением слухов, а также передачей взяток уездному начальству. Следует сказать, что простой народ общался с административной властью преимущественно через старшин и волостных, а также через переводчиков и писарей, которые знали и кыргызский, и русский языки. Но доверие к ним испытывал небольшое и нередко перепроверял полученные знания, сведения, обращаясь к своим манапам. Манапы занимали особое положение. Обычно чонг-манапы не входили в официальную административную пирамиду, предпочитая иметь в рядах волостных своих детей, родственников или подвластных джигитов. Хотя манапы не могли быть назначены на высокие должности в Туркестанском крае в управлении его,
Однако представители колониальной администрации нередко хорошо знали, были знакомы с некоторыми чонгманапами и хорошо осознавали их влияние на народ. В документах представители российской администрации часто называют манапов почетными. И надо сказать, что такое определение и в самом деле отражает их роль в обществе. Манапы имели неформальную власть среди своих представителей рода. Они были относительно независимы, их власть не была административной. Это была, как говорится, власть авторитета, а не авторитет власти. Как говорит один из известных манапов, вот здесь он, Кемель Шабданов, кыргызы привыкли смотреть на мир глазами своих руководителей. Этой цитате вторит другая, сказанная с противоположного конца, можно сказать, из лагеря. Об этом говорит представитель, говорит уездный начальник Пржевальского уезда Валериан Иванов. Я служу по администрации 18 лет и хорошо знаю, что все дела у киргиз решаются почетными. Таких цитат можно привести немало. Народ привык слушать и слушаться своих предводителей. Здесь следует сказать, что манапы имели влияние преимущественно на свой род и не управляли народом других родов. Не было у кыргызов единого общепризнанного правителя, и в системе тогдашнего российского административного управления кыргызы были рассыпаны по 4 областям – Самаркандской, Ферганской, Сырдаринской и Семиреченской. Области управлялись разными губернаторами, генералами, каждый из которых обладал самым разным характером, применял разные методы управления и вел себя, соответственно, по-разному в ходе драматических событий 1916 года. В нашем случае мы сосредоточимся на событиях в Семиреченской области, где произошли наиболее тяжелые события, драма. И, соответственно, на действиях манапов Семиречья. В нашем исследовании мы, конечно, начали с реконструкции событий на основе источников, вызывающих доверие. При этом, описывая действия манапов, мы стремились выявить общее и различное в их поступках, структурировать описание, что привело нас к разбивке действий манапов на несколько этапов, довольно четко очерченных. Разумеется, мы сравнивали полученные данные с разными источниками на предмет противоречий и явных искажений. После воссоздания последовательности событий, в которых участвовали манапы, стало возможным проследить трансформацию взглядов на их действия и определить их модель поведения с учетом сведений о провокации со стороны властей. Итак, об источниках. Основными мы в этой работе считаем 3 источника. Первый – это показания Канаата Абукина или Канаата Убыке-Улу, манапа Сарабагыши Абаильдинской волости, данные им уже в ноябре 1916 года ротмистру Железнякову в ходе расследования. Интересно, что этот документ рассматривался как очень важный всеми исследователями, о чем мы можем судить на основании того факта, что он публиковался в солидных сборниках документов на протяжении всего периода за последние 100 лет. Это был вообще первый источник, опубликованный еще в 1926 году, который представил голос инородца. Однако, по неведомым нам причинам, содержание этих показаний не очень широко использовалось исследователями. А очень часто их выводы прямо противоречили высказываниям самого Абукина. Почему мы считаем этот источник заслуживающим доверия? Изучение. Первое. В нем подробно представлены события августа 1916 года в Бишкекском уезде. Второе. Содержатся сведения не только о нем самом, но и о других манапах Чуйской долины. Третье. Показания, данные ротмистру Железнякову, о котором будет сказано далее. Четвертое. Канаат по собственной воле сдался властям для того, чтобы представить свое свидетельство новому генерал-губернатору Куропаткину и осознавал, что, скорее всего, будет убит.
а 2 его сына были убиты. Канат-хан не пытается уменьшить, это пятое, свою вину, за которую ему грозит уголовное наказание. И, наконец, не лишним будет прибавить, что показания дает человек, обладающий здравым смыслом, логическим мышлением и до ареста властью. В его показаниях нет никаких противоречий. Следующий источник – это доклад ротмистра Железнякова, который допрашивал Абукина, знатока истории колонизации Туркестана, обладателя всей полноты информации о ситуации в крае. Он был никем иным, как главой службы разведки и контрразведки Российской империи в Семиречье и располагал агентурной сетью. Он имел специальные полномочия и выполнял специальные поручения руководства Департамента полиции и Министерства внутренних дел. Впервые специалисты обратили внимание на этот документ после публикации на сайте Росархива событий в Семиречье 1916 года по документам российских архивов, который был представлен председателем Госдумы Российской Федерации руководству Кыргызской Республики. Сразу после этой публикации мы опубликовали на своем сайте сканированное изображение этого документа, полную перепечатку текстов современной орфографии и наши комментарии к нему. Подробный анализ этого документа содержится в статье Владимира Шварца на нашем сайте, куда я и направляю наших слушателей. Справедливости ради следует отметить, что этот документ был опубликован ранее в печатном виде в казахстанском сборнике, однако он не получил должного внимания, по всей видимости, из-за малого тиража книги. И, наконец, третий документ очень интересный. Этот документ обнаружен нами в Центральном государственном архиве Кыргызской Республики и нигде ранее не опубликован. Попутно замечу, что обнаружены нами папки с этим документом всего не опубликованных до сих пор 224 листа, то есть это более 400 страниц. Документ рукописный, и, вероятно, именно поэтому документы до сих пор не изучены, не разобраны и не опубликованы. Материалы дела отправлены прокурору, автором этой папки. Документы собраны Железняковым из протоколов, подготовленных юнгмейстером. Это ротмистр, который помогал в работе Железнякову, то есть работал по его поручению, а также им самим. Кроме того, есть материалы, собранные мировым судьей Руновским и мировым судьей Агинским. Документ этот – показания переводчика Дюсембаева о событиях в Пржевальской области тому же ротмистру Владимиру Федоровичу Железнякову. Следует отметить, что при допросе Дюсембаев указывает на то, что ранее допрашиваемые подвергались давлению со стороны уездного начальника Иванова, когда тот узнал, что приедет ротмистр-юнгмейстер по поручению Железнякова. Сам Дюсембаев опасается, что если его показания, которые вот он сейчас дает Железнякову, станут известны бывшему начальнику, то появится угроза его жизни. Итак, все три указанных документа связаны с расследованиями Железнякова, очень подробно описывают события в их самом разгаре, охватывают Пржевальский и Пишпекский уезды и содержат информацию о значительном числе манапов властей, входящих в эти уезды. Итак, какая картина выстраивается при изучении этих документов и сопоставлении их с другими известными источниками? Речь идет, можно сказать, об очень коротком периоде времени. Это июль-август 1916 года, всего 2 месяца. Стремительно развиваются события, но это период короче, чем детские каникулы. Однако именно в эти дни имеет место полный переворот в сознании манапов, в сознании народа и в сознании манапов, вынужденный переворот. Мы назвали этот этап шоком.
Как известно, триггером послужило печально известное царское повеление о призыве инородцев на тыловые работы. Как рождался этот указ, можно подробно прочитать на нашем сайте в рубрике «Хроника кровавого повеления». Здесь же мы скажем, что еще не успело повеление вступить в силу, как в адрес исполняющего обязанности генерал-губернатора Туркестанского края Ерофеева поступает телеграмма о повелении, и он созывает совещание губернаторов правда, без участия Фальбаума, губернатора Семиреченской области. Это было объяснено большим расстоянием до Ташкента. Среди местных жителей начинают распространяться слухи. Мы можем охарактеризовать их реакцию как шок. Слишком неожиданно пришел указ. Местное население, в том числе Манапы, было уверено, что в армию не будут забирать. Все это хорошо известно историкам, и мы не будем останавливаться на дополнительных свидетельствах. Шок сменяется замешательством. Манапы ошеломлены непонятными действиями властей. Подавляющее большинство манапов после первоначального шока готовы проявить лояльность по отношению к решению властей и предоставить мужчин своего рода для тыловых работ. Им, возможно, и не нравится указ, но они демонстрируют готовность его выполнять. Они отмечают брожение молодежи, которая до сих пор проявляла готовность прислушиваться к решениям манапов, но, подогреваемая агитаторами, бродит, выказывает недовольство. Что же администрация? Администрация выказывает полное равнодушие к вопросу набора и почти демонстративно, упорно, многократно не реагирует на их обращение за поддержкой для утихомиривания молодежи. Это имеет место в обоих уездах. И здесь мы читаем свидетельства о поведении подавляющего большинства известных нам имен манапов. Так, в Пешкекском уезде собрались около 300 человек манапов, около 300, во дворе уездного управителя. Но ни бывший уездный начальник Путинцев, ни вновь назначенный Рымшевич никак не реагируют на их обращение. В переговорах участвуют Чонгманапы, Шабданов, Лепесов и Абукин. Я – это Абукин. В ответ на их вопросы им предлагается сдать по 30 копеек на больницу. Кроме прочего, в этот момент манапы удерживаются в уездном управлении и не имеют контроля над происходящим в их собственных властях. Что же в Пржевальском уезде? Примерно то же самое происходит и в Пржевальском уезде. Манапы собираются у уездного начальника Иванова, Валерианова Иванова, причем неоднократно, и сообщают о том, что молодежь взбудоражена, что нужны меры для того, чтобы ее реквизировать. Все это Иванов просто-напросто игнорирует. Дело доходит до того, что видные чонгманапы, такие как Кадыр-Байсарин, например, предлагает себя в качестве заложников, чтобы молодежь увидела их в заключении и сама пришла участвовать в наборе на тыловые работы. Трудно себе представить, чтобы был повод посадить Кадыра Байсарина, который абсолютно лоялен к текущей власти. Только за 3 года до этого он участвовал в Санкт-Петербурге в торжественном отмечании 300-летия дома Романовых. Именно в этот период, очевидно, манапы задаются вопросом, чего хотят власти. И приходит понимание отсутствия выбора. У народа нет выбора. Или сопротивляться властям с минимальными шансами выжить, или покинуть землю. Властям не нужна их лояльность. Им не нужен этот набор, не нужна реквизиция. Им не дают шанса остаться на своей земле. Им, это народу, в том числе манапам, представить необходимое число мужчин для реквизиции и продолжать вести традиционный образ жизни. Властям нужен конфликт, который приведет к освобождению земель от местных жителей. Именно в этот период хлопотами нового назначенного генерал-губернатора Куропаткина набор отложен. Царь подписывает новое повеление о том,
что реквизиция отложена до 15 сентября. Мужчины могут собрать урожай и отметить народ может мусульманский праздник. Военный губернатор Фальбаум ничего не сообщает местному населению об этом. Это умолчание важнейшего для местного населения события прямо указывает на то, что не нужна была реквизиция, а нужно было неспокойствие, нужны были слухи и беспорядок. В качестве примера можно привести грустный, но по-своему курьезный случай. Заметим, что повеление о переносе сроков было подписано прямо перед днем рождения наследника Алексея Николаевича. Писарь Бахарев приезжает в Кыргызский аил и видит, что народ совершает бата, благословение по хорошему случаю. По какому поводу, вопрошает он? Ответ. У царя родился наследник, и он отменил указ. Вот так работает испорченный телефон. Можно себе представить, как были разочарованы эти люди, узнав, что набор не отменен. Итак, на этом этапе замешательства Манапы Пешпекского и Пржевальского уездов готовы проявить лояльность, но они страшно удивлены, ошеломлены тем, что администрация никак не реагирует на их готовность предоставить молодежь для набора. Они жалуются на утрату управляемости молодежи, подлежащей реквизиции. Очевидно, брожение молодежи инициировано не ими, это очевидно. Существуют альтернативные манапам силы в среде народа, которых уездные начальники совершенно не останавливают. Более того, влияние манапов на эту молодежь, то есть противовес этому брожению, ослаблено тем, что они в острый момент удерживаются администрацией за пределами своих властей. Что по этому поводу говорит ротмистр Железняков? Он указывает на то, что к тому времени среди киргизов была организована целая система сыска. Заключалась она в том, что при помощи одного из своих приближенных имеется в виду к уездному начальнику, наманганского сарда Закира Исабаева, всякие отбросы туземцев разъезжали по области, открыто выдавая себя за жандаров, наводя страх на туземное население и нещадно его обирая. То есть такие силы были внедрены, очень плотно внедрены в общину туземцев. И что говорит Бройда? Шла работа по дезорганизации их, то есть кыргызов, общественности. Достигла она огромных размеров, так что не было возможно провести ни одно самое узкое секретное собрание, то есть сохранить его в секрете. Малейшие попытки стали бы известны администрации через своих киргизских волостей, то есть везде были свои агенты. Что говорит по этому поводу Тынышпаев, которого, наверное, слушатели знают? Это бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации от казах, инженер Путеец. Он говорит, Абирала Исабаев, тот самый Исабаев, не был никем тронут, в то время как киргизы стали позволять себе убийство русских. Я склонен предполагать, что Исабаев давал разрешение на эти дикости и даже подстрекал народ. От Исабаева можно было ожидать решительно всего. Итак, первоначальный шок и растерянность переходят в замешательство и, наконец, в осознание неизбежного. Власти добиваются освобождения земли от присутствия местного населения. Лояльность по отношению к властям со стороны манапов никем не оценена и никому не нужна. Надо принимать решения за себя и за свой род. И вот с этого момента поступки предводителей рода становятся различными. Каждый из них стоит перед выбором дальнейших действий. Надо сказать, что в большинстве своем они, то есть манапы, осознавали свою ответственную роль за судьбу своего рода. В то же время практически никто из них не предпринимал действий, вовлекающие весь народ, не говоря уже обо всем туземном или инородческом населении. В основном манапы решали судьбу своих родов.
Проследим их поступки на отдельных примерах и постараемся дать характеристику приписываемой им роли в последующих периодах в зависимости от того, кто был субъектом таких оценок. Итак, одни из наиболее ярких представителей монапства – это предводители очень крупного рода Зарыбагыши, 4 сына Шабдана. Нам известно из показаний Абукина, что Исамидун был в числе тех, кто готов был выполнить повеление о наборе и предоставить нужное число мужчин для реквизиции. Есть сведения о том, что между братьями на начальном этапе не было, то есть на начальном этапе принятия решений, не было полного единства в выборе пути. Этот вопрос они обсуждали между собой, отстаивать ли с оружием в руках земли или покинуть родные места. В то же время никаких доказанных жестоких действий против властей они не совершили. А когда пришли в Кемин казаки, ни Шабдановых, ни их людей, простого народа, в Кемине уже не было. Тем не менее, их преследовали как главарей восстания, и даже был послан отряд карателей в Китай, чтобы их уничтожить. В декабре 1916 года. Именно они могли бы рассказать и в дальнейшем следствию неблаговидную роль администраторов области, а также в целом выступить свидетелями провокационных действий казаков, уездной администрации, семиреченского губернатора. И жили они на самой вожделенной и нераспределенной земле. Их назначили виновными. Эти обвинения совершенно противоречат логике. Шабдан-Батыр имел большой авторитет как в глазах местного населения, так и в глазах русской администрации. Как могло случиться, что именно они возглавили мятеж и вообще вели себя как бандиты? Именно такая роль приписывается им в рапортах. Именно эта роль заставила генерал-губернатора Куропаткина усомниться в рапортах губернатора Семиречья и начать расследование. Следующий пример. Канаат Абукин. Очень интересный и нетипичный. В советской историографии он был назначен руководителем антиколониального восстания, хотя его показания были известны и они явно противоречили такой версии. Сам Канаат утверждает, что он не был против реквизиции, и даже после ареста он не был против. Как признает он сам, причиной атаки на Токмак и Покровское послужило возмущение подлым убийством заложников Манапа Раимбека с семьей, которые желали продемонстрировать миролюбивые отношения и прикочевали к Токмаку с семьей, а их закололи. Он сам, Канаат, добровольно сдался властям, чтобы объяснить произошедшее властям, и тем не менее его сыновей уничтожили. Опять же, чтобы не осталось свидетелей. Показания Манапа Канаата Абукина принципиально не совпадают с описаниями событий в изложении всех уровней семиреченской администрации. Они подтверждают теорию Григория Пройда о провокации. Другой пример. Максим Улу Биялы или Биялы Максимов. Это монах Сусамырской волости из рода Саяв. Он активно возражал против вооруженного сопротивления. Ему удалось спасти несколько русских людей, гидротехников Васильевской партии. В связи с этим он был включен в список к награждению от имени русской администрации, что потом в советский период бросило тень на него, как с точки зрения советской историографии, советских историков, он был приписан к числу предателей. И в отчетах царской администрации и в советской историографии его лояльная позиция и миротворческая роль замалчивались. Дюр Сооронбаев. Это монах Тынаевской волости из рода Тынай, Бишкекский уезд. Он окончил гимназию в Верном серебряной медалью и известен тем, что открыл русскую школу в Токмаке, русскую школу для туземных детей.
Его роль особенно противоречива и вызывает ему даются разные оценки. Дело в том, что на протяжении всех событий, всех наиболее драматических событий, Дюру Сооронбаев временно исполнял роль переводчика у участкового пристава Байгулова. Но то есть таким образом он находился в разгар событий среди карателей. Но эти действия его такое поведение привело к тому, что та часть его волости, которая не присоединилась к атаковавшим Токмак под руководством Канаата Абокина, ей удалось получить исключительное право остаться на своих землях. Он, однако, не был включен в список награждаемых властями. В советской историографии это один из предателей интересов народа. Его миротворческая деятельность при этом замалчивалась. Еще один случай – это Кадыраке Байсарин. Его имя хорошо известно многим иссык-кульцам и кыргызстанцам. Его относят в число 7 иссык-кульских почетных, уважаемых оке. Мы уже упоминали его имя в связи с тем, что он был гостем на 300-летии дома Романовых и даже был приглашен в качестве почетного гостя на заседание Государственной Думы. Трудно себе представить, чтобы такой человек вдруг стал нелояльно относиться к властям России, тогдашней русской администрации. Он находился в Пржевальске и постоянно участвовал в переговорах с уездным начальником. И его волость в нападениях не участвовала. Тем не менее, им тоже пришлось бежать вместе с остальными позже и участвовать в исходе народа на Сырты, в район Нарына, или, по другим данным, он бежал в Китай. В донесениях он обвинялся в авторстве письма, призывающего к бегству в Китай, якобы отправлено братьям Шабдановым. С точки зрения современного времени мы бы употребили термин «фейк». Полагаем, что это было фейковое письмо, потому что никак не представляется логичным, чтобы этот человек вдруг написал о том, что надо бежать в Китай, и там место для киргизов подготовлено. Валериан Иванов включил его в список главарей восстания сначала, но потом, когда жители волости покинули свою землю, но началось расследование, Иванов пытался вернуть его на прежнее место жительства вместе с его родом, но в обмен на дачу показания следствию в пользу пржевальской администрации, то есть пытался подкупить его. В советской историографии его роль замалчивалась, поскольку он был монах, и в то же самое время он пытался спасти свой род. Один отрицательный пример, к счастью, нетипичный, Чулпанкул Теналин или Теналиев. Это крупный монах Тлеубердинской волости из рода Солто, один из богатейших кыргызов. Он был достаточно образованным человеком и знал несколько языков. Однако все его образование не помогло ему, как говорил Саул Абрамсон, поступить благородно по отношению к своему роду. Фактически он отказался помочь арестованным кыргызам, и события, последовавшие за этим, известные всем исследователям. В селе Беловодском были убиты более 600 человек. Судьба его после 16 года неизвестна. Вследствие этой бойни его волость Тлеубердинская в Иркунь не уходила. Но однако ответственность за убийство этих 600 человек, на Чулпанкула Теналина и на его сына возложена не была никем. Но и в списке награжденных царской администрацией он не включался.
В советской историографии он один из символов предательства манапов. Очень интересный случай, который требует дальнейшего изучения. Это манапы Хасен Каныбеков, Иткара Рыспеков, Усман Данаев из Карабулакской волости Пешпекского уезда, из рода Сарыбагыши. Эти манапы удержали свой род от нападения, и более того, они взяли под охрану русский переселенческий поселок Карабулак и не поддались провокации. Это тем более производит сильное впечатление, поскольку и представители их волости, те, что управлялись этими манапами, стали добровольными заложниками, и их убили казаки сотни Бакуревича. Несмотря на это, род этих манапов под их руководством продолжал охранять русский переселенческий поселок Карабулак. В результате им удалось исключить свою волость из властей, смещаемых в Нарен. Это был прецедент, это, пожалуй, исключение было, единственный случай такой. Но вот здесь в рапортах видно, как строился образ врага, ибо сначала губернатор Фальбаум включил волость в список восставших. Более поздний момент, когда уже невозможно было скрывать, что спасены люди, они указаны как единственная не восставшая кыргызская волость. В советской историографии действия карабулакцев приводились как пример интернациональной дружбы, но имена руководителей замалчивались, поскольку они были манапами. Требуется дальнейшее изучение этого случая. Итак, модели поведения манапов в разгар событий на этапе принятия решений и их реализации этими 7 случаями не исчерпываются. Но однако общим в большинстве случаев является тот факт, что манапы не являлись зачинщиками нападений. Даже в известных тяжелых эпизодах нападений на русские поселения манапы выступали скорее миротворцами и в некоторых случаях защитниками пленных. Об этом свидетельствуют в своих показаниях те русские, которые побывали в плену у кыргызов. В частности, архитектор Пугаченков. Вот здесь на фотографии он изображен со своей дочерью. Об этом же свидетельствует учительница Игнатова Васа Васильевна в своих показаниях в ходе расследования. Учитель Ходосов, писарь Терентьев, а также крестьянский мальчик Ходоровский. Итак, манапы действовали по-разному, но в конечном итоге практически все роды Пржевальского и Пешпекского уездов, всех их ждала примерно одна участь. Они вынуждены были бежать со своей родной земли, бежать, и этот тяжелый момент остался в памяти народа под названием Үркүн. Заключение. На разных этапах событий 1916 года модели поведения манапов менялись, но на всех этапах следует сказать, что роль, которая им приписывалась как во время событий, так и в период последующего изучения, отличалась от того, что происходило на самом деле. Образ кыргызских манапов как врагов российской государственности не подтверждается их действиями. Поэтому единственно возможным мотивом создания такого образа со стороны колониальной администрации в глазах
петроградского руководства и в глазах русского населения было формирование оснований для насильственной зачистки земель от кыргызского населения. Во всех властях действовали альтернативные манапам силы, подстрекавшие к уклонению от набора и бегству в Китай. При этом сразу по принятии манапами решения об уходе в Китай какие-либо проявления альтернативных сил прекращались. Со стороны призывников никаких насильственных действий против самих манапов не зафиксировано, даже несмотря на взбудораженное состояние кыргызского общества. Говорить о восстании против собственных угнетателей не приходится. В целом и в частности, принимая решение об уходе с родных земель, народ следовал за традиционными лидерами – манапами. А со стороны манапов увод родов в Китай был попыткой спасти род от неминуемой гибели, и те, кто осознал это раньше остальных, осуществили попытку снизить потери народа. Все это заставляет расстаться с романтикой национально-освободительного движения, героикой борьбы против колониального гнета. Все эти события и роль рассказанная история роли манапов в ходе драмы 1916 года свидетельствует о трагическом вынужденном исходе народа с прекрасных земель Чуйской и Сыкульской долин. В то же время следует отдать должное осознанию большей части лидеров манапов своей прямой ответственности за сохранение жизни и не только своей, но и всего своего рода. Благодарю за внимание и хочу отметить, что данная презентация, все материалы, на которых построена данная презентация, представлены на сайте daniяров.kg.